Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео. За вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Песок откроет вам глаза на то, что не видите и не замечаете. Загадайте, пожалуйста, на себя, задайте вопрос от своего имени, так и спросите, чего не вижу и чего не замечаю. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои милые, отсыпочка у нас общая. Пожалуйста, этого не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Так, хочу начать с вот этого образа. Видите, лошадка, и на ней сидит такой бравый мужчина, бравый кавалер. Смотрите, кто-то усиленно либо бросил все силы на то, чтобы вы обратили на него внимание. Здесь мужчине очень сильно хочется вам понравиться. Вот прям, знаете, вот как павлин, который распускает свой шикарный хвост, и вот он так и так повернется, и сяк, и вот прям ходит вокруг вас, а вы не видите. Вы, может, мужчину в нем не видите, либо вообще на мужчин не смотрите. Вот заняты своими делами, сконцентрировались, сфокусировались на своих делах на работе и не видите, а мужчина страдает, а мужчина уже не знает, каким бочком перед вами там повернуться, что еще сделать, чтобы вы на него внимание обратили. Страдает, да, он из-за вас страдает. И вот даже кому-то, знаете, как то ли жалуется, то ли помощи, содействия просит. Ну помогите, помогите, сделайте что-нибудь, скажите вы ей, что я хочу с ней общаться, что я хочу узнать ее лучше. Пусть даст мне хоть маленький, крошечный шанс на то, чтобы меня узнать, да, на то, чтобы со мной вот прям познакомиться. У одних из вас отыграется, что мужчина, не знаком, да, просто где-то рядом с вами находится. А у других отыграется, что вы знакомы, но просто в нем не видите мужчину, не видите его интерес. А он уже, видите, на вашу сторону даже перебрался, бедненький, но вот лишь бы вы на него посмотрели. Девочки, вы его видите, буквально вот каждый день, либо очень часто, регулярно видите. Мужчина в глаза вам заглядывает, мужчина улыбается вам, мужчина обходителен с вами, даже галантен. Вот. Прям очень-очень хочется, чтобы вы на него посмотрели, чтобы дали шанс. Вот здесь явно у мужчины очень серьезный интерес. А у кого-то отыграется, что он давно в вас влюблен. Вот. Ну и хотел бы, конечно, продолжения, либо как взаимности, да. Так, дальше, мои хорошие. Мужчины — это хорошо, но нам нужно двигаться дальше. Здесь показывают вас и то, что вы делаете, то, что вы умеете делать, делаете с радостью, с любовью, во что вкладываетесь. Говорят, что пора вам выходить за рамки. То есть вы уже достигли своего мастерства и даже уже все грани своего мастерства обточили. То есть вы самородок, который сам себя превратил в бриллиант, да, вот шикарный бриллиант. Что вы делаете? Подумайте, повспоминайте. Вам пришло время выходить на большую сцену. То есть, возможно, следует то, что вы делаете, предлагать другим. То есть предлагать, продавать, оказывать какие-то услуги. И на этом не только себя раскрывать, реализовывать, но и зарабатывать деньги. И даже если вы просто умеете шикарно печь пирожки,
это тоже может стать прекрасным стартапом, да, либо хорошей бизнес-идеей, которая там, может, со временем перерастет даже в франшизу. Вот подумайте, что-то вы знаете, что-то умеете, что-то делаете на постоянной основе. Вот для себя, для своей семьи, просто для души, да, как ваше хобби. Надо это предлагать. Я вижу, что будет спрос. И вижу, что вы действительно на этом можете очень хорошо заработать. Вот как-то так мне идет. То есть и удовольствие получаете от того, что делаете, и еще и денежка. Да? Денежка постоянно идет. Так, с левой стороны. С левой стороны показываю человека, который постоянно пытается то ли подножку поставить, то ли толкнуть. И вы знаете, как-то вот из-под тишка этот человек делает. В прямое противостояние не выходит, может быть, побаивается, либо, знаете, как думает, эх, не потяну, да, прямого противостояния не потяну. Поэтому все делаю из-под тишка. Вот. И этот человек прям рядом с вами находится. Близко-близко вы к себе этого человека подпустили. Я понимаю, вы, наверное, очень добрый человек, всепрощающий человек, но вот такие игры, да, игры с огнем, они до хорошего не доведут. Нельзя прощать негативного отношения и обращения к себе. Нельзя ни под каким соусом это принимать. Этому нет оправдания. И если человек раз поступил плохо, то значит он будет это делать постоянно. Вот вы терпите, вы, скорее всего, терпите к себе такое отношение, обращение и позволяете человеку быть рядом с вами. Здесь категорически нужно вот прям, знаете, рубить по-живому, отдаляться, жечь все мосты и этого человека к себе не подпускать. Причем, знаете, как еще показали, это может быть и мужчина, и женщина. То есть это может быть даже самый близкий, родной и доверенный человек. Да, постоянно какие-то подножки из-под тишка, толчки, уколы, щипки. Вот в таком ключе мне идет информация. Это уже патология, это уже не лечится. Тут нет других вариантов. Только лишь расходиться и как можно дальше, да, друг от друга находиться. Ну, по крайней мере, вам нужно дальше от этого человека быть. Иначе недалек тот час, когда человек может и какой-то барьерчик переступить, да, пойти на более какие-то ухищрения, либо более злонамеренные действия. Но потом уже будет поздно, понимаете? Вот пригрели вы змею у себя на груди и не хотите ее выкидывать из своей жизни. Все что-то оправдываете этого человека. Знаете, ой, мне показалось, ой, там случайность. Нет, это закономерность. Человек к вам плохо относится. У кого-то отыграется, что завидует, а у кого-то отыграется, что подсидеть хочет. Понимаете, вот в таком ключе. Нужно принимать радикальное решение и подальше быть от этого человека. Так, еще слева. За что-то вы не беретесь, как будто бы в себя не верите. Ну, либо считаете, что это не ваше, не для вас, не про вас, там, не получится. Знаете, как сами себя на какой-то, ну, не негатив, а скорее как на провал, да? Как сами себя на это уговариваете. Опять же, вы все разные, цыпка общая. Может быть, вы не хотите искать новую работу, да? Сидите на прежнем месте за 3 копейки и думаете, ну куда ж я пойду, да, в моем-то возрасте, либо с моими-то там квалификациями, либо с моим-то дипломом. Вы как сами себя отговариваете. Либо кто-то из вас, например, имеет необходимость водить машину, но водить не умеет. И вы думаете, о, в моем-то возрасте, как же я там научусь? Либо, ой, я водила это много лет назад, и то уже все забыла, страшно. Да, вот как сами себя на провал настраиваете. Вы зря это делаете. Вы очень разумный, умный человек, и для вас нет ничего невозможного. Смотрите, вы сами как будто бы себя чего-то лишаете, чего-то хорошего лишаете, а потом обижаетесь на судьбу. Ой, а почему мне так тяжело? Ой, а почему мне так мало платят? Ой, а почему я так вот прям ноги свои утруждаю, да? Хотя вон другие катаются на транспорте. Вот. Прекратите этим заниматься, поверьте в себя и знаете, что
Никогда не поздно все поменять. Никогда не поздно обрести новые навыки. Никогда не поздно, особенно для таких людей, как вы. Вот, прекратите. Вам весь мир открыт, поэтому берите и делайте. Вот. Хочется, значит надо. Значит, нужно брать и делать. И еще, мои хорошие, я вижу, что вы пользуетесь авторитетом. Много людей на вас подвязаны. Много людей к вам прислушиваются. И много людей в вас нуждаются. И вот как будто бы вы не замечаете, как много глаз на вас постоянно смотрит с надеждой, с ожиданием и надеждой. Люди от вас ждут ключевых слов, советов, решений, действий. Многие живут по вашим стандартам. Многие с вас пример берут. Ну, в хорошем смысле, да, берут пример. Либо вас берут за авторитет. Вот как-то так мне идет. А вы этого не замечаете. Вот. Ну, я так понимаю, что люди делают вам комплименты, а вы, наверное, стесняетесь принимать эти комплименты. Либо вам кажется, что люди просто хорошо воспитаны, ну, и говорят хорошие слова. На самом деле люди говорят правду и делают вам комплименты. Вы для многих в авторитете. И многие действительно на вас равняются и по вашим лекалам живут. Это так, это я вижу. Дальше, мои хорошие, сердце показывают. Сердце, которым нужно заниматься. Либо вам нужно заняться своими делами сердечными, да, любимым человеком заняться, больше времени ему уделять, может быть, больше как-то проявляться, да, проявлять свою любовь, нежность. Опять же, про интим можем тут смело говорить. Может быть, как-то вы закрутились, замотались, забыли про эту часть жизни. Ну и также у кого-то сердце как орган. Да, уделите внимание своему сердцу. Может быть, следует сходить на прием к кардиологу. Может быть, следует посоветоваться со своим терапевтом, да, со своим домашним доктором, семейным доктором. Какие-то, может, витаминки попить. То есть тут профилактика нужна, а у кого-то отыграется, что уже нужны какие-то конкретные действия вот, в виде лечения. Вот, не забывайте про свое сердце, про любовь свою не забывайте, и про орган сердца тоже не забывайте, это важно. И еще в левой стороне. Ну вот у меня человек барашку стрижет. Но эта барашка, она ваша. Почему-то ее стрижет другой человек. Кто-то вашим пользуется, либо на ваше живет. Как-то так мне идет. Это нехорошо, это неправильно. Абсолютно неправильно. Знаете, если у вас в последние, там, может быть, несколько лет дела именно по финансам ухудшаются, и ухудшаются со страшной силой, да, все хуже и хуже некуда, то очень похоже, что здесь вот как радник какой-то есть, что вот ваши стригут. Стричь барашку — это к деньгам, да, зарабатывать деньги, это к материальным благам. Но поскольку это делает другой человек, я так понимаю, что вы недополучаете, да, вы не имеете. Здесь может быть и в прямом смысле слова, да, вами пользуются, за ваш счет живут, и также в переносном. Это уже будет тогда у нас кранник, и будут моменты вот именно вампиризма, когда с вас тянут все силы, все соки, всю энергию, и у вас просто не хватает сил на то, чтобы работать, заработать, да, вот эти деньги свои обрести. С левой стороны. Но вы об этом не думали. Думали о чем угодно, но только не об этом. Надо вам со своими делами разобраться. Если у вас есть нахлебники, ну буду говорить как есть, то нужно как-то немножечко их заставлять тоже суетиться, работать. И в энергетическом плане Вселенной показывать, что да, я никого не содержу, я ни на кого не трачу, я никому свои блага не передаю. Ну а если крадник, то нужно обязательно обратиться к специалисту, либо самостоятельно дома, может быть, провести там несколько чисток. Если чистки сработают, то вы крадник обязательно найдете. Найдете и сможете от него избавиться. Ну вот какой-то паразитизм, и действительно ваши отбирают. У вас ваши отбирают.
и вам ваши же не поступают. Вот как-то так показали. И еще, мои хорошие, человек перед вами пустые карманы показывает, но при этом у человека деньги есть. Вот как-то так мне идет. Но опять же, вы у меня все разные. Может быть, это ваш близкий человек, вам все время жалуется, что денег нет, но при этом деньги имеет и на себя тратит. И также, возможно, человек специально перед вами разыгрывает роль бедного, то есть проверяя вас, например, на меркантильность. То есть он говорит, ну вот я такой, да, я бедный, ничего не имею, ни кола, ни двора, да, вот пустые карманы, в холодильнике мышь повесилась. И вот, как, знаете, проверить, вот какая будет ваша реакция, будете ли вы общаться, будете ли вы иметь отношения. То есть как-то так идет. Могут и проверять, и действительно разыгрывать эту бедность. При этом человек деньги имеет и просто хочет их тратить на себя. Ну вот неприятный момент, и тоже нужно с этим разбираться, работать. Ну обман, да, это какой-то обман идет именно по финансам. И, кстати, если вам на работе недоплачивают, либо задерживают, знаете, что вам врут. Знаете, что у компании, либо у собственника деньги есть, и вот ему не хочется тратить их на зарплату своим сотрудникам. Этому человеку предпочтительней рассказывать грустные, сопливые истории о том, что так сложно, экономический кризис, денег нет, еле-еле там на плаву держимся. При этом этот человек себе ни в чем не отказывает. Да? Есть деньги, может даже инвестирует, может быть даже там на широкую ногу, да, гуляет, живет. Ну а сотрудники, извините, последний хрен без соли доедают. Да? Вот в таком ключе. Обман. В финансах обман, по деньгам обман. Дальше. Здесь у меня пара. И в эту пару кто-то третий очень наглым образом пытается вклиниться, влезть. Да? Человека не просят, не зовут, не приглашают. Как будто бы пытается вклиниться. Мои хорошие, но если вы пара, если вы семья, то свои отношения нужно не только поддерживать, но и защищать. Вот здесь не грех и полбу этому третьему лишнему дать. Вот строго и даже, может быть, громко указать человеку на дверь. То есть защищайте свою любовь, свои отношения, свой дом, свою семью, свою пару. Все, как говорится, в ваших руках. Если вы себя, свою любовь, свою пару отстоите, все у вас будет хорошо. И если этот третий все-таки внедрится, вот как вклинится, то могут быть действительно серьезные проблемы, и ваша пара пройдет через цепочку серьезных испытаний, да, которые не каждый выдержит, либо которые могут действительно надорвать даже, да, своей тяжестью эти испытания. Берегите свой союз и третьих лиц прям гоните в любой из удобных вам форм. Гоните, не подпускайте, никого не подпускайте, ни своих, ни чужих. Иногда родственники настолько могут вклиниться и испортить отношения хуже, чем, я не знаю, там, любовные треугольники. Вот. Боритесь за свою любовь, за свое счастье. Так, еще, мои хорошие. Вижу, что кто-то из ваших, ну, я так понимаю, бывшие, да, бывшие друзья, бывшие возлюбленные, да, возлюбленная, возлюбленный. Ну, вот кто-то из этой серии про вас плохое говорит, либо вас в чем-то обвиняет. И глупые люди в это верят и переносят эту информацию, да, переносчики лжи. Вот умные люди, они не верят. Они говорят, так, все, мне про это говорить не надо, я не хочу это слышать. А вот глупцы, они же прям рот открывают и прям впитывают в себя всю эту информацию, плюс еще какие-то несуществующие подробности добавляют. Ну, в общем, сплетни, да, так рождаются сплетни. Человек о вас говорит с целью вам действительно не отомстить, а скорее навредить. Тот, кто вас потерял, не может смириться с тем, что вы продолжаете жить и жить неплохо, да? Что вы там не в горе, не в печали, что дни ваши не закончились, и что вы без этого человека
идете по жизни с гордой улыбкой, да, и не боитесь, не страшитесь ничего. Здесь желание подорвать ваш авторитет, вашу репутацию, ну, либо даже оправдать себя, свои какие-то вот косяки, свой скверный характер, либо, ну, дурацкое поведение. Человек говорит, ну, не, я ни в чем не, я не виноват, что мы расстались. Это она гулящая, да, вот в таком ключе. Вот, не обращайте на это внимания. Если вы ни перед кем не будете оправдываться, люди просто, ну, перестанут верить и вообще забудут об этом всем. Никто не станет ни в чем разбираться. Здесь все идет на реакцию. То есть, если вы это слышите и вы на это бурно реагируете, ну, типа, если вы оправдываетесь, значит, вы виноваты. А если вы говорите глупости и с безразличным лицом отворачиваетесь и уходите, то люди говорят, ну, правда, да, ну, не реагирует, значит, как бы не касается ее. Вот в таком ключе. Так, и еще. Здесь какой-то человек камень может убрать с вашего пути. Но этого человека нужно попросить. А вы не просите. То ли вы не знаете, что можно, то ли вы очень стесняетесь. Да? Ну вот не привыкли вы просить о помощи. Как-то так у вас исторически сложилось, что вы все делаете сами. Если можете, то делаете, если не можете, то не делаете. Но в данном конкретном случае говорят о том, что кто-то может помочь. Не просто может, а для человека будет это сущий пустяк, да, оказать вам помощь. Просто нужно попросить, просто нужно, ну, озвучить свою проблему. Может, и просить не придется, вы просто озвучите свою проблему, и человек скажет, о, давай сейчас все поделаем, порешаем. Да, и вот как-то все быстро произойдет. То есть не ждите, не теряйте время. Если есть проблема и вам нужна помощь, хотя бы говорите об этом. Да? Пусть не просить, говорите об этом. Нужный человек услышит и обязательно вам поможет. И вам хорошо, проблема решилась, и человеку тоже хорошо. Да? Доброе дело сделал, да? Доброму человеку помог. Вот в таком ключе. Так, и еще неприятная тема, но опять же это как-то точечно идет, у кого-то конкретного отыграется. Здесь вот зубы показывают, зубы и проблемы с зубами. Вот, как-то вы, ну, не занимаетесь этим вопросом, ну, либо, может, боитесь. Да, боитесь, что больно будет, либо боитесь, что денег не хватит. Ведь стоматология, это же прям совсем космические суммы. Мои хорошие, зубами надо заниматься. Вот прям чем раньше начнете, тем это будет и легче, и проще, менее болезненно, меньше последствий и еще и дешевле. Вот, я все понимаю. Я тоже хожу к стоматологу, я знаю, сколько это стоит. Но поверьте, дальше будет и больше, и хуже, и больнее. Не тратьте время даром, займитесь этим вопросом. Ну вот надо, кому-то прям очень-очень сильно надо. Вы как будто бы стоите на краю, за которой вот огромное море боли. Вот как-то так мне идет. Вот. Чтобы туда не упасть, нужно лечиться, нужно что-то предпринимать и что-то делать. Ну да, вы смотрите на свои зубы, вы же не видите, что там у вас происходит внутри, да, внутри зуба, внутри там этих каналов. Вот. А там что-то уже нехорошее происходит. Вы извините за эту информацию, но вы должны это знать, да, вы должны этим заниматься. Это вы, это ваше здоровье, это ваша жизнь, ваше будущее. Вот, найдите в себе силы, найдите такую возможность и потихонечку начинайте что-то делать. Дальше, мои милые, вижу, что кто-то хочет с вами помириться. Очень хочет, но гордость не позволяет. Вроде как человек умом понимает, что был неправ. Понимает, что конфликт никому не нужен. От этого конфликта плохо всем. Но человек настолько горд, настолько вот он как поведен на каких-то своих, я не знаю, там правилах, каких-то устоях, что не может найти в себе силы не только вот выйти на контакт, не только сказать прости, но просто появиться перед вами. Вот какая-то глупость глупая, но по-другому тут и не скажешь. Может быть, вы
тоже уже отошли, оттаяли, с удовольствием бы помирились с человеком. Но человек пропал. Вот просто пропал с радаров, исчез, и он, иди свищи, где он. Либо как-то демонстративно даже может себя вести, держится в стороне, близко не подходит. Вот, очень хочет помириться, прям до слез хочет помириться, но вот эта глупая гордость и предубеждение не позволяют. Просто не позволяют. Может быть, человек закомплексованный, может быть, что-то произошло, головой ударился, да что угодно могло быть. Но вот вижу, что хочет мириться, но вот из-за гордости не получается. Не получается, и все. Вот вы, как говорится, подождите. Вот, если будет удобный случай, но вот так получится, что вы там рядышком окажетесь вместе, сделайте первый шаг. От вас точно не убудет, а этому гордому человеку это поможет. Вот если прям очень хотите помириться. Вот. Ну, либо кому-то, там, общему знакомому скажите, что вы там не сердитесь, что очень соскучились, что хотели бы поговорить. Да, и тогда человеку будет проще к вам подойти. Все-таки лучше жить и дружить, чем жить и враждовать. Да, примирение возможно, но человеку гордость мешает не просто попросить прощения, а просто даже подойти к вам. Так не идет. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.